Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Этнический белудж Мансур Менгелов, о котором Turkmen News на протяжении нескольких лет сообщает своим читателям, поставлен под угрозу возврата из тюремной больницы обратно в колонию строгого режима в Лебабском вилаяте. Менгелов известен тем, что с молодых лет защищал права этнического меньшинства, которому и сам принадлежит. Так, еще во время службы в армии Мансур вступился за новобранца Белуджа, которого с молчаливого согласия командиров избивали старослужащие, и получил первую судимость. В 2012 году Менгелов стал фигурантом дела о наркотиках, его подвергли пыткам следователи ныне расформированной Государственной службы охраны безопасности здорового общества или бывшая служба по борьбе с наркотиками. Не найдя подтверждающих фактов причастности к контрабанде наркотиков, Менгелова поместили в Центр реабилитации для наркозависимых, чтобы зажили следы нанесенных побоев. Выйдя на свободу, Мансур не успокоился, а стал писать жалобы в различные инстанции. Его повторно арестовали прямо на выходе из посольства США в Ашхабаде, куда он принес компакт-диски с показаниями нескольких белуджей о применении в отношении них пыток. Одним из тех, кто пытал самого Мансура и других белуджей, был старший следователь той самой Государственной службы охраны безопасности здорового общества Аймурат Тяджиев. Именно в его кабинете имелся чемоданчик с инструментами для пыток, а сам следователь и его помощник по имени Эзис избивали задержанных и угрожали им изнасилованием с помощью искусственного фаллоса, когда те отказывались брать на себя нераскрытые наркопреступления. К слову, 3 мая 2016 года Тяджиев скончался в своем рабочем кабинете. Случилось это спустя 4 года после вынесения приговора Мансуру 22 года лишения свободы. Все пункты предъявленного Мансуру Менгелову обвинения были сфабрикованы следственными органами. За 12 лет, что он пробыл в заключении, правозащитник многое перенес. Достаточно сказать, что его содержали в печально известной политической тюрьме Овадан-ДП, отличающейся крайне тяжелыми условиями, затем он был переведен в колонию ЛБК-11. Когда в 2014 году его собрались вернуть обратно в тюрьму, Менгелов объявил сухую голодовку. На 19-й день голодовки перевод в тюрьму отменили. В 2018 году Мансуру диагностировали туберкулез костей. На сегодняшний день болезнью поражены обе ноги 49-летнего заключенного, правая в большей степени, процесс постепенно перекидывается на позвоночник. Осенью 2023 года Мансур уже находился в тюремной больнице и мог передвигаться только на костылях при посторонней помощи. Уже тогда ему угрожали выпиской из больницы и переводом в колонию, на том основании, что вылечить его местные врачи все равно не могут. По их мнению, ампутация – это единственное, что можно сделать на такой стадии болезни. Недавно тюремную больницу МРБ-15 посетила медицинская комиссия МВД из Ашхабада. Мансура осмотрела врач, профессор Елена Владимировна Гильдыева, которая подтвердила, что в Туркменистане подобное заболевание не лечится. Однако ампутировать конечность пока нет необходимости. Нога у Мансура теплая, а пальцы сохраняют подвижность, за границей ногу спасли бы. И Мансур Менгелов отказался от операции, в итоге его готовят к переводу обратно в колонию строгого режима. Часть заключенных, выписанных из тюремной больницы, уже этапировали по различным колониям, отправка второй партии намечается после Курбан-Байрама, то есть уже на днях. В колонии же Менгелова ожидает смерть. Сейчас он жив благодаря тому, что находится под наблюдением врачей, которые оперативно реагируют на любое ухудшение его состояния. В приватных беседах сами медики признаются, что с таким диагнозом заключенных должны актировать, то есть отпускать на свободу. Туберкулез стоит первым в перечне заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания. В постановлении президента Туркменистана от 11 мая 2017 года, которое имеется в распоряжении Turkmen News, подробно описываются виды этого заболевания, включая деструктивный туберкулез позвоночника, которым как раз и страдает Мансур. Помимо всего прочего, у пациента развивается туберкулез костей малого таза с возможным амилоидозом почек. Амилоидоз приводит к склерозу тканей и их последующей атрофии и некрозу. Документ прописывает порядок медицинского освидетельствования и освобождения от дальнейшего отбывания наказания. Но по устному приказу из Министерства национальной безопасности Мансуру официально не называют диагноз, то есть у него нет формальных оснований подать прошение об актировании. Осенью 22 года умерла мать Мансура, 67-летняя Зулиха Менгелова,
Сын так и не увидел ее после долгих лет разлуки и не смог присутствовать на похоронах. Несправедливый приговор уже отнял у этого человека не просто более 10 лет жизни, но и здоровье и возможность попрощаться с матерью. Если ничего не изменится, то у него отнимут еще и ногу и 10 лет, оставшиеся до конца срока, и, наконец, саму жизнь. В разное время с призывом отпустить Менгелова на свободу выступали и Комитет ООН по правам человека, и американские сенаторы, и различные международные организации. При этом имеется совершенно официальный документ, постановление президента Туркменистана, позволяющее отпустить измученного человека на свободу. Однако каждый раз кто-то в МНБ нажимает на кнопку «Стоп», и вопрос об освобождении Мансура снимается. В этом деле требуется решение на уровне президента Сердара Бердымухамедова, чтобы эта кнопка перестала работать. У вас есть важная информация, и вы хотите ею поделиться. Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.